Места по Вишере издревле славились необычными явлениями. Например, выше села Большой Луг нет крыс. Говорят, запретил им появляться в здешних краях один колдун. Вполне правдоподобный миф. Ведь если верить коми-поверьям, в селах по Вишере жило особенно много колдунов. Лечили или калечили, помогали либо вредили. Что касается вреда, многие занимались особым видом порчи – шевой. Чтобы ответить на вопрос, что такое шева, мы приехали в одно из самых старинных сел Каркировского района – Богородск. В Богородске, как и в других коми-селах, до сих пор верят в колдовство и магию и с неохотой говорят на эту тему. А о шеве тем более. А если и говорят, то только в прошедшем времени. А вы нам можете рассказать что-нибудь про шеву? Чего? Шеву. Старые говорят, какие-то люди есть, что они там плохое что-то приносят. Да? А что плохое приносят? Ну, Я что не это знаю. такое? То есть это Это как, у старых глаз или что? Да, с глаз. И голос какой-то там внутренний, что-то такое. Ну, мне и жена говорила, рассказывала. А Но я сами сам не видел. сталкивались. Нет, сам не сталкивался. Слава Богу. Нет людей, которые вот, передают порчу эту? Давно было слышно, давно, но сейчас уже не слышно. Просто если вот, например, ругаются, именно друг друга злиться, потом тогда говорят шиватерек, шиватерек. Согласно фольклорным текстам, шева – это порча, определенный вид болезни, который сопровождается истерическими припадками. Предания о шеве схожи с историями, бытующими у других народов – христианские, бесноватые, язычники, шаманы, медиумы. Представление о шеве есть во всех районах Коми. На Ударе это икота, на Ижме и Печоре – лишинка. В русской культуре подобное явление называется кликушеством. Моя любимая информация, это Мария Васильевна Утратина, она мне рассказывала о своем детстве. Специально дразнили эту больную. Ну вот у нее сидела шева тоже мужчина, которая не любила конину. Вот как бы и на запах реагировала, ну, в принципе. И вот дети садились, начинали там нож точить, вот сейчас коня зарежем, и начинался приступ, шева начинала кричать, не надо, не надо. Вот, значит, дети поиздевались над ней, приходит кто-то из взрослых, детей разгоняет, и шева успокаивает, не бойся, не будем никого резать, сейчас пойду в магазин, куплю тебе конфет, все, шева успокаивается. И без сомнения, это то же самое, что евангельские бесы, которые вселяются в человека. Человек может что-то кричать несуразное, может говорить какие-то очень разумные вещи и даже предсказывать будущее. Все это воздействие бесов. С точки зрения вот чисто уже такой медицинской, практической стороны, это истерический психоз. Непроизвольное, бессознательное произнесение всяких фраз, ругательных тем более, и направленное на определенный какой-то объект, на раздражитель. Все же шева – явление своеобразное. В представлении Коми это некое материальное существо. Чтобы попасть в организм человека через рот или уши, шева может принимать различные формы – волосинки, червячка, бабочки, паучка, ящерицы. Шеву изготавливают сами колдуны из различного подручного материала – мусора, печной золы, еловых иголок. Достаточно материально все выглядит, когда вот женщина умирает, и шева поднимается, там, как комок к горлу, вот, и люди видят, что она выйти оттуда не может, она внутри, человек уже умер, а шева все еще внутри кричит и плачет, что выйти не может, и придется ей умирать, приходится. Шева, попавшая в организм человека, начинала там хозяйничать, требовать что-то, буянить. В фольклорных текстах говорится, что у одержимых шевой людей менялись вкусы. Некурящие вдруг становились заядлыми курильщиками, а у одной женщины шева требовала дорогой коньяк. По своему желанию шева перемещается по организму человека. Сердечные и головные боли приписывались исключительно ей. Что касается колдовства, колдун, да, ему дает сатана в услужении нескольких духов. Эти духи могут являться в разных видах. Через гипнотическое влияние человеку внушается, что вот в него нечто зашло, или какой-то черный дым, или какие-то гады вошли в него. И он вот под этими образами воспринимает принятие этой духовной болезни. Через падших ангелов часто колдун действует таким образом, что происходит подмена реальности ложной реальностью.
Шева могла говорить и даже предсказывать будущее. Правда, чаще всего гадания превращались в пустую и непонятную болтовню. Резко выкрикивает как будто, но голос не меняется. Это болезнь какая-то. Если верить поверьям, шеву выращивали в специальных берестяных кузовках – шева-чуман. И от сохранности шевы-чумана зависела жизнь не только шевы, но и колдуна. Ведь если сжечь этот кузовок, погибает не только шева, но и сам колдун. В деревнях до сих пор бытуют рассказы о том, что, увидев случайно берестяной кузовок шевой, люди уничтожали его. Вместе с кузовком умирал кто-то из деревни. Таким образом, жители узнавали о колдунах. Коми верили, человек, получивший шеву, сам не сможет передать ее кому-то. Это удел колдунов. Для передачи шевы они используют любые способы. Особенно опасными считались баня, ухабистая дорога, порог или низкий проем двери. Ведь споткнувшись, человек обязательно выругается, и шева легко войдет в него. Бывало, что шева должна была найти человека за сотни верст. Тогда она прикреплялась к повозкам и достигала адресата. Место или какое-то обстоятельство, когда именно вселяется вот эта нечисть в человека, я думаю, что это не имеет значения. Имеет значение только сама жизнь человека, поступки его, как он относится к ближнему своему, надеется ли он на Бога. То есть, есть ли в нем деятельная вера. Вот это относится. А так вот где-то ему-то в бане вселили или в другом месте, или он в это время нагнулся или повернулся, это совершенно не имеет значения. По поверьям, шева не может войти в человека, если кто-то словесно отметит ее присутствие. Поэтому, увидев соринку в тарелке или почувствовав его на языке, следовало сплюнуть и сказать «Тьфу, шева пыра», «Тьфу, шева заходит». При трапезе в чужом доме пищу следовало перекрестить и дунуть на нее. На ударе верили, шева может попасть в организм человека в виде ящерицы, поэтому лежать на земле с открытым ртом запрещалось. Есть определенные правила, соблюдая которые можно жить спокойно и контактировать с этими больными, и спокойно жить, контактировать с теми же колдунами, которые их насаживают. На Вишеве, наверное, последняя бабушка была, так. Все знают, что у нее сидит шева, шева действительно разговаривала, и тем не менее, эта бабушка у них нянчила всех детей, когда люди уходили на сенокос, спокойно оставляли этой бабушке, и она считалась лучшей нянькой. Если посмотрим мотивы основные, связанные с попаданием шевы. Человек матюгнулся, шева заскочила. Человек нарушил какие-то поведенческие правила при общении с колдуном, шева заскочила. Шева, истерический психоз, реактивный психоз, кликушество там на Руси – это ведь все проявление, а причина, она гораздо глубже. Эгоцентризм, то есть все, что не происходит в мире, все это воспринимается только в отношении самого себя. Это для меня полезно, это для меня вредно, это опасно, это безопасно. Еще коми верили, если колдун или колдунья не могли отдать шеву кому-то, вынуждены были кормить ее собственным телом. Как правило, шевой были одержимы женщины. Якобы связано это с тем, что колдуны боялись мужской мести. Истерия, истерическое состояние, истерическое развитие личности, истерический невроз, истерический психоз, вот то, что по сути и называется шевой, происходит от, корень этого слова «гистерия», то есть матка. Почему? Потому что считалось, что это и идет-то из матки, как бы поднимается вверх, выходит это наружу в виде фраз, слов, там, движений, выплевывания и так далее. Поэтому и думали, что это чисто женское заболевание. Разумеется, мы от этого давно уже отказались. Тем не менее, понятие слова осталось. Избавиться от шевы было непросто. Современная медицина предлагает лекарственные препараты. В старину же верили, от шевы мог излечить только сам колдун или отчитка в церкви. Только за такое дело возьмется далеко не каждый священник. В России изгоняют бесов в Дивеево и в Троице-Сергиевой лавре. В Коми отчитывают в Ульяновском монастыре. Священник или несколько священников совершают
В первую очередь исповедь человека, если он в состоянии исповедоваться. Затем соборуют и совершают еще некоторый обряд, который именно направлен на то, чтобы этот бес, выйдя из человека, уже не вернулся. Ведь бес, он выходит. Конечно же, выходит, когда человек причащается в тот момент, когда принимает соборование, исповедуется. Он выходит, он не может терпеть благодати Божьей, которая воздействует. Но человек не изменил себя. Он остался таким же грешником. То есть те греховные страсти в нем, например, ненависть к ближнему, он кого-то не простил. Он хотел бы от этого избавиться, но у него не хватает решимости, и он не может. Вот через эту дверцу в его душе опять бес выгнанный, он опять входит, да еще и прихватит с собой еще 7 злейших духов. Экзорцист, он проводит, по сути дела, тоже ведь психотерапию. Ну, просто это с точки зрения религии, с точки зрения медицинской науки. Это некая такая шоковая психотерапия. Если бы психотерапевт мог бы себе позволить провести вот подобного рода шоковую терапию, даже хотя бы вот теми же молитвами, то есть произвести ту же самую очистку или изгнание там бесов или еще что-то подобное, ну, это бы сработало так же. То есть аналогия здесь прямая. То есть это, по сути дела, то же самое. Есть мнение, что от шевы можно избавиться не только при помощи колдуна и отчитки в церкви. В Богородске растет трава шеватурун. Ее отвар помогает исцелиться от порчи. Только как выглядит шеватурун, уже никто не знает. Кроме того, избавиться от шевы пытались отваром табака, олифой, веря, что шева может выйти вместе с рвотой. Как любой другой истерический психоз, само вот это проявление, то есть, вот скажем, шева, это проговаривание там, слов, фраз, особое поведение. Достаточно просто на современном этапе это назначение седативных, психотропных препаратов. 2-3 дня вот такой фармакотерапии, и вот это состояние исчезнет. Причина останется. Сегодня к шеве относятся скептически, мол, сказки все это, и тут же вспоминают реальные истории. До сих пор в коме глубинки живы легенды о колдунах, которые держали в страхе всю деревню. Да и сегодня еще словосочетание «шева-чуман» бытует среди коми, правда, только в качестве ругательства. Ведь если нет самой шевы и колдунов, есть их потомки. Почти в каждой деревне жители могут показать дом, в котором когда-то жила семья колдуна. Пускай не боятся, я не боялась. Я с этими шевами все время дружила. Да. Когда училась, там был дом, тоже сказали, что шева Мария. У нее дочка была Лина, я с ней дружила. У нас здесь нет никакой шевы, и бояться нечего. В селе этим сказкам никто не верит. Если человек верит, что он может подхватить, таки да, он может подхватить. Если человек не верит в подобные вещи, чисто материалистически подходит, тогда нет, это исключено. На протяжении многих веков человек верит во всякие приметы и суеверия, ищет оправдания тем явлениям и вещам, которые не в состоянии сам объяснить, приписывая болезни, неудачи к злому року и судьбе. Верить ли в шеву, бояться или нет, пусть решит каждый сам.